Со стороны может показаться, что они дирижируют только вот не оркестром, а воображаемыми японскими счетами абакус. Именно они помогают детям так быстро складывать и вычитать числа. 76, 22, минус 66, 27, 20, минус 12, минус 21. Считать в уме почти так же, как калькулятор в умении считать быстро, а главное правильно, этим юным математикам может позавидовать любой взрослый. Сегодня на уроке лучшие из лучших 7 воспитанников, которые вернулись из Турции с международной олимпиады по ментальной арифметике с грамотами и кубками. Амина Гагиева ментальной арифметикой занимается только год. Это уже второй чемпионат для девочки, и в этот раз она снова стала чемпионкой. Соперников было больше 100 человек. Примеры были не сильно сложные и не сильно легкие. Там были двухзначные примеры и однозначные. Двухзначные надо было на абакусе решать, а однозначные ментально. Обойдя соперников из России, Франции, США, Германии, Египта, а также стран ближнего зарубежья, они стали лучшими. Но, кажется, для этих ребят лучшая награда все же правильно решенная задача. Были формулы пятерок. Они были легкие, были однозначные примеры. Мы решали их без абакуса. У меня их получилось 73, а двузначные 38. Я поехал на Олимпиаду первый раз, и там занял первое место. И у меня там были... я там обрадовался очень. Для многих детей эта Олимпиада была первой, как и полет на самолете в другую страну. Поэтому ребята сильно волновались. Но на вычислительные способности это не повлияло. Первый раз ехал. На самолете я летел первый раз. Да. Сперва тошнило на самолете, но потом перестал. Успех на всевозможных олимпиадах – это заслуга в первую очередь профессиональных тренеров, которые усиленно занимаются с детьми. Благодаря хорошей подготовке ингушские математики стали лучшими среди порядка 150 детей из 14 стран мира. Детей отбираем по желанию, потом начинаем их готовить. Тренировки у нас проводятся каждодневно по несколько часов. Также дети занимались дома. Детям в уме надо было решить более 100 примеров за 3 минуты. Наши участники очень хорошо справились с поставленной задачей и оказались в числе победителей. Дети получили денежные призы, подарки. Ну и незабываемый отдых в Турции, конечно. Программа обучения ментальной арифметикой занимает обычно 1 или 2 года. Сначала дети учатся считать на настоящих японских счетах, а затем они представляют их уже в уме. Дети, когда первые приходят к нам, мы обучаем их заниматься на абакусе, это счеты. Они потом начинают, после тренировок, начинают воображать эти счеты, и пальчиками, как они решают, это уже на воображаемых счетах. Это, во-первых, счет уме, это развитие интеллекта, памяти, фотографической памяти. Это комплексно действует на обучение детей. Проходят занятия 2 раза в неделю по часу. Как говорят ученые, ментальная арифметика развивает оба полушария мозга одновременно. Благодаря ей укрепляется память, творческое мышление, внимание и воображение. Именно поэтому Хеди Катоева и захотела, чтобы ее сын освоил японскую технику счета. И его победа – наглядные доказательства тому, что это работает. Хорошо запоминает, особенно стихи. Раньше не было такого, сейчас все очень быстро берет и запоминает. Успехи есть. Мы очень рады, что организовали эту Олимпиаду. Нам очень понравилось. Поездка была вообще незабываемая сама по себе. Но насчет Олимпиады хочу сказать, что я бы хотела, чтобы таких Олимпиад у нас было больше. И не только по ментальной арифметике, вообще в общем, потому что это действительно очень развивает наших детей. Уже в августе воспитанники Академии IQ отправятся на очередную Олимпиаду. Ребята уже готовятся и решают примеры, чтобы снова стать одними из лучших. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.